мы берем и пользуемся животными. У нас появился момент нашей прошлой встречи. Это кто у нас? Это красотка. Красотка, да, она у нас была уже, да, спасибо. У нас появилась традиция, мы находим хозяев для приютских котов. Эта красотка, она у нас уже пиарилась, но, видимо, не так, как книга-обитель, недостаточно. Поэтому надеемся, что сегодня под любителей творчества Захара Прилепина мы найдем хозяев. У меня там, для кстати, красотки. в числе действующих героев один олень и одна собака Блэк. Они мне там постоянно... Да, собака Блэк, ведь это, насколько я понимаю, реальный персонаж из реальной жизни. Даже и Блэк реальный, и олень реальный. У меня даже животные реальные персонажи, не говоря уж про людей. Да? В книге прадед главного героя эту собаку достаточно жестоко убивает за то, что... Щенка, да. Щенка, за то, что щенок душил там цыплят, и после того, как он там третьего или четвертого придушил, его об стенку. Это тоже из... Кошка, веди себя хорошо. Не обижай цыплят, а то деда позову. Да, был у меня такой момент в моем детстве, он меня шокировавший ужасно. Потому что дед прошел всю войну от Сталинграда, закончил, кстати, прошу прощения, на Западной Украине, еще воевал 1,5 года. В общем, прошу прощения. У него контекст сложноватый, да. И у него, конечно, не то, что нервы у него шалили, но он же всю жизнь потом был крестьянином, он резал поросят, телят, там все зверье, кур, гусей, все рубил. И там, ну вот щенок стал себя вести плохо, он взял его тоже убил. Для него это не было никаким вот фактом как бы проявления жестокости. Он охотник был, он, может, там 10 тысяч животных убил, а до этого я у него спрашивал, дед, а ты немецких офицеров видел? Он говорит, да я их убивал. Он так просто мне ответил. Поэтому, а для меня это был шок, мне щенка было ужасно жалко. Вот ужасно жалко, да и я. Вот этот свой детский ужас я описал. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».